Весь подъезд в крови, на лестнице сидит сильно избитый, истекающий кровью мужчина. Такое сообщение поступило в полицию в половине 9 вечера от жителей одного из домов на проспекте Ибрагимова. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, избитый и нападавший давно знали друг друга. А в этот вечер за несколько минут до звонка соседей мирно сидели на кухне одного из них и выпивали. Что было дальше, знает Нафиса Минязова. У меня отец больной там, я у отца. Супруга хозяина той самой квартиры, где все и произошло, рассказала, что примерно 5 часов назад ушла навестить своего больного отца. Когда уходила, говорит, все было спокойно. Даже припоминает, что пару часов назад звонила и спрашивала мужа, как дела. Он сказал, что все в порядке, и пожилая мама в соседней комнате чувствует себя хорошо. К слову, пенсионерка очень плохо видит и нуждается в постоянном уходе. Через некоторое время звонок от мужа и крики в трубку, что квартира в крови и дома полиция. Дальше, говорит, ничего не объяснял. Чуть позже стало ясно, как только женщина ушла в гости, к ее мужу пришел давний знакомый. К слову, оба были ранее судимы. Мужчины на кухне выпивали. По словам хозяина квартиры, конфликт начался в самый разгар распития спиртных напитков. Тогда его собутыльник выпил немного больше, чем он сам, и нападать начал первым. Что тогда стало причиной конфликта, он не рассказывает. Говорил только, что это были давние обиды. Когда гость в порыве гнева начал душить хозяина квартиры, последний не выдержал и схватился за резиновую дубинку. Несколько ударов по голове остудили пыл нетрезвого гостя, после чего мужчина просто вытолкал знакомого из своей квартиры. Из ран на голове сильно текла кровь. На одежду и на пол. Стену он испачкал руками. Прибывшим на место полицейским избитый ни в чем признаваться не стал и говорит, никто его не избивал. Ничего не бил. Давайте его машину. Я ничего не знаю. Хозяин квартиры уверяет, что бил собутыльника только резиновой дубинкой и ничем больше. Ладно, кроме дубины ничего не было. А вот сотрудники полиции же уверены в совершенно обратном. Рано, от ПР так не бывает. От ПР только гематом бывает. Пострадавшего доставили в 7-ю городскую больницу. Раны на его голове пришлось зашивать. А вот хозяина квартиры же привезли в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего. Степень его вины будет зависеть от тяжести травм, полученных избитым. К слову, сам хозяин квартиры не пострадал. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.